Казалось бы, обычный газон, но и за ним нужен тщательный уход. Стрижка раз в неделю, обработка от сорняков, внесение удобрений хотя бы раз в 2-3 месяца. И когда начинается осень, наступает сезон посадок. И сегодня мы как раз поговорим об этом со специалистом. Осень – это время посадок, и все спешат высадить на свой участок разные растения. Но нужно помнить, что у разных растений, например, они отличаются на лиственные, делятся и хвойные, разные сроки посадок. То есть, если хвойные, можно начинать сажать с конца августа, и, в принципе, можно сажать и всю зиму их, то лиственные, как правило, сажают в середине осени, после 15 октября. Эксперты настоятельно советуют избегать осенью посадок незимостойких сортов плодовых деревьев. Но при выборе посадочного материала осенью я бы хотел обратить ваше внимание, что, например, вот эти красавицы, туи, они бывают разные, смарагды, брабанты, любые разновидности туй не рекомендуется сажать осенью. По той причине, что они не успевают прижиться, и весной палящее весеннее солнце, которое способно растопить огромные кучи снега, просто выжигают эти растения, и они засыхают просто в момент. Сажая лиственные, нужно тоже знать правила посадки. Например, не все растения любят щелочную почву, некоторые любят кислую почву, вот как вот эта голубика. И поэтому нужно обязательно при посадке внести торф, кислый торф, кислую среду, как вот сделано в данном случае. Кстати, голубика чрезвычайно полезная для здоровья ягода. Она повышает концентрацию внимания и обладает противовоспалительными действиями. Последние исследования показали, что листья и ягоды голубики способны понижать уровень сахара в крови. А если вы хотите, чтобы ваш сад осенью пылал яркими красками, то вы можете посадить вот такую вот красивейшую хризантему мультифлора. А для посадки нам необходимо минимум инструментов. Это лопата и ведро с водой. Теперь мы срезаем газон для того, чтобы подготовить нашу посадочную яму. Снимаем газон, рыхлим землю. Мы подготовили посадочную яму. Теперь берем корневин или его аналог и добавляем в воду. Заливаем немного нашей волшебной смеси корневина с водой. Делаем небольшую такую, так называемую кашу. Мы сажаем, получается, хризантему в эту лунку, в подготовленную уже так называемую кашу, для того, чтобы сразу лучшее приживание было. Корневин будет помогать растению пережить стресс, развитию корнеобразования. И привилегия сегодня посадить это замечательное растение достается вам. Медленно опускайте. Так, погружаем корневую систему в эту. Так, и будем аккуратно, вы придерживаете, будем аккуратно засыпать.